Представьте себе озеро. Не просто водоем, а священное место. Иссык-Куль. Жемчужина Тянь-Шаня, воду которой киргизы называли целебной на протяжении веков. А теперь представьте, под этой гладью, в горных ущельях вокруг, существовали объекты, о которых не знали даже те, кто строил дороги к ним. Закрытые военные городки, штольни, уходящие на километры в недра гор, хранилища с желтыми треугольниками на воротах, знаком радиационной опасности. Кто принимал решение превратить райский уголок в полигон? И почему человек, управлявший республикой почти 20 лет, Турдакун Усубалиев, первый секретарь Компартии Киргизии, не произнес ни слова протеста, когда Москва начала хранить ядерные отходы в его земле? Что он знал? И главное, молчал ли он по приказу или по страху? В 1960-х годах Советский Союз остро нуждался в уране. Холодная война требовала бомб, реакторов, подводных лодок, и все это пожирало тонны урановой руды. Месторождения открывали по всей Средней Азии — в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане. Киргизия тоже попала в эту карту. Месторождения Минкуш, Карабалта, Майлу-Суу. Эти названия сегодня произносят с содроганием, но тогда они звучали как музыка прогресса. Секретные геологи находили жилы в горах, военные строители возводили комбинаты, а местные жители получали рабочие места и гордость за вклад в великую державу. Но был нюанс, о котором никто не говорил вслух — отходы. После переработки руды оставались так называемые хвосты — миллионы тонн радиоактивного шлама, который нужно было где-то хранить. И вот здесь начинается история, которую Усубалиев унес с собой в могилу. Хвостохранилища строили прямо у рек. Это звучит как безумие сегодня, но тогда инженеры из Москвы уверяли — дамбы надежны, бетон вечен, природа справится. Огромные искусственные озера ядовитого ила появились в долинах Майлу-Суу, в окрестностях Карабалты. Местные жители видели, как вода в арыках меняет цвет. Становится то желтой, то зеленоватой. Но официальные лица успокаивали. Это временное явление, концентрация в пределах нормы. А нормы определяла все та же Москва, которой нужен был уран любой ценой. Усубалиев, человек из аппарата, воспитанный на партийной дисциплине, подписывал бумаги одну за другой. Акты приемки объектов, разрешение на строительство новых хранилищ, отчеты о выполнении плана по добыче. Его подпись стояла везде, но ни разу он не поднял вопрос о последствиях. Информация у него была, в архивах спецслужб сохранились документы с грифом «Совершенно секретно», адресованные лично первому секретарю. В них данные медицинских обследований, статистика онкологических заболеваний среди шахтеров и жителей поселков, замеры радиации в воде. Цифры росли год от года, но эти доклады никогда не попадали в открытую прессу. Более того, врачам, работавшим в закрытых городках, было запрещено ставить диагнозы, связанные с радиацией. Если у человека обнаруживали лейкемию, в карте писали «анемия неясной этиологии». Если рак легких — хронический бронхит. Система скрывала правду не только от народа, но и от самой себя. А Усубалиев был частью этой системы. Винтиком в машине, которая перемалывала людей ради атомной бомбы. Он знал масштаб катастрофы, но верил, или делал вид, что верит, в то, что ему докладывали подчиненные, которые сами боялись признать провал. Но урановые рудники — это лишь половина истории. Вторая половина связана с Иссык-Кулем, озером, которое киргизы считали святыней. В начале 1970-х в окрестностях озера появились странные объекты. Официально их называли научно-исследовательскими станциями и базами отдыха для офицеров. Но местные жители рассказывали другое. Ночью видели конвои грузовиков с вооруженной охраной, слышали взрывы в горах, находили на берегу мертвую рыбу с деформированными телами. По одной из версий, которую до сих пор не удалось ни доказать, ни опровергнуть, на дне Иссык-Куля существовали подводные полигоны, где испытывали торпеды с ядерными двигателями. Другая версия гласит, озеро использовали как место захоронения особо опасных отходов. Их спускали в герметичных контейнерах на глубину, надеясь, что холодная вода законсервирует радиацию навечно. Доказательств нет. Есть свидетельства. Рассказы бывших военных, которые говорят на условиях анонимности. Есть карты с отметками «закрытая зона»,
Есть статистика. В прибрежных поселках уровень онкологических заболеваний в тот период был выше среднего по республике в несколько раз. Но нет документов с подписью Усубалиева, разрешающих эти операции. Либо он не знал, что маловероятно для человека его ранга, либо документы уничтожены. Либо он получал устные указания из Москвы, которые не оставляли бумажного следа. Ключевой вопрос звучит так. Мог ли первый секретарь Компартии Киргизии противостоять решениям Центра? Ответ очевиден. Нет, не мог. Система была выстроена так, что национальные республики не имели права голоса в вопросах, связанных с обороной и стратегическими ресурсами. Москва диктовала, республики исполняли. Но это не снимает ответственности, потому что у Усубалиева были инструменты влияния. Он мог поднять вопрос на закрытом заседании Политбюро, мог направить личное письмо Брежневу, мог использовать свои связи в высших эшелонах власти, а связи у него были после почти 2 десятилетий руководства. Но он молчал. Он не боялся за карьеру. Он сам был частью механизма, который считал такие жертвы неизбежными во имя великой цели. Единственное, что известно точно, он никогда ни в одном выступлении, ни в одном интервью после отставки не упомянул экологическую катастрофу, разворачивающуюся в его республике. Это молчание — самое громкое обвинение. А теперь давайте поговорим о тех, кто знал всё. Существовала небольшая группа людей — врачи, геологи, офицеры спецслужб, которые видели реальную картину. Они измеряли радиационный фон в поселках. Они вскрывали тела шахтеров и видели, во что превращаются легкие после 10 лет работы на урановом комбинате. Они знали, что вода из Майлоу-Суу непригодна для питья, хотя по документам числилась как соответствующая нормам. Эти люди составляли секретные докладные записки. Некоторые из этих документов дошли до нас благодаря архивным утечкам последних лет. Вот фрагмент одного из них, датированного серединой 70-х. В поселке Н зафиксировано превышение допустимого уровня радона в жилых помещениях в 8 раз. Рекомендуется эвакуация населения и консервация объектов. Финансирование отсутствует. Финансирование отсутствует. Эта фраза повторяется в документах снова и снова. Москва не давала денег на ликвидацию последствий, потому что официально последствий не существовало. А Усубалиев не настаивал, потому что настаивать означало признать провал. Провал системы, которой он служил. Кому было выгодно молчание? Этот вопрос выводит нас на более сложную территорию. На первый взгляд выгода очевидна. Военно-промышленному комплексу СССР нужен был уран без лишних вопросов. Чем меньше шума вокруг экологии, тем быстрее идет производство. Но копнем глубже. Усубалиев не был просто марионеткой Москвы. Он управлял республикой как вотчиной, выстраивал сложные клановые балансы, назначал на ключевые посты людей из своего окружения. Урановая промышленность означала федеральные инвестиции, рабочие места, статус стратегически важного региона. А статус — это влияние, это доступ к ресурсам, это возможность торговаться с центром. Молчание Усубалиева по поводу экологической катастрофы было не просто следствием страха. Оно было частью сделки. Республика получает заводы и финансирование. Москва получает уран и лояльность. А цену в виде искалеченных жизней платит народ, который не имеет права знать правду. Это холодный политический расчёт, в котором здоровье людей — разменная монета. Альтернатива существовала. Усубалиев мог поднять вопрос на Политбюро, мог доложить Брежневу о радиационном фоне, о больных детях, о зараженной воде. Но он знал правила игры. В лучшем случае его вежливо выслушали бы и предложили проработать вопрос на местном уровне. В худшем сняли бы с должности за паникерство и очернительство советской действительности. История знает примеры партийных функционеров, которые пытались сопротивляться абсурдным решениям Центра. Все они закончили карьеру в забвении или хуже. Усубалиев был прагматиком, он понимал правила игры. И он сделал выбор. Остаться у власти, сохранить влияние, продолжать управлять. Но ценой молчания о том, что его народ медленно травят.
Можно ли назвать это предательством? Или это всего лишь реализм советского чиновника, который знает, что система сильнее любого человека? Самый болезненный вопрос. Знали ли люди? Простые жители Майлу-Су, Карабалты, прибрежных поселков Иссык-Куля понимали, что происходит. Они видели признаки. Странные болезни, которые косили целые семьи. Дети, рождающиеся с уродствами. Вода, которая больше не утоляет жажду, а вызывает тошноту. Но советская пропаганда была мастером камуфляжа. Любую аномалию объясняли временными факторами, недостатками в работе местных организаций, индивидуальными особенностями организма. А тех, кто задавал слишком много вопросов, вызывали в органы безопасности для профилактической беседы. Система подавляла не только правду, она подавляла саму возможность сомневаться. И Усубалиев был одним из гарантов этой системы. Каждое его публичное выступление — гимн достижениям, рапорт о выполнении плана, заверение в светлом будущем. Ни слова о цене. Прошли десятилетия. Советский Союз рухнул, Киргизия стала независимой, урановые комбинаты закрылись, а хвостохранилища остались. Сегодня они разрушаются. Дожди размывают дамбы, радиоактивный ил стекает в реки, которые текут через всю Среднюю Азию, достигая Ферганской долины, одного из самых густонаселенных регионов. Международные эксперты бьют тревогу. Без масштабной программы консервации эти объекты превратятся в экологическую бомбу замедленного действия. На ликвидацию последствий нужны миллиарды долларов, которых у Киргизии нет. Западные доноры выделяют гранты, но средств не хватает. А люди продолжают жить рядом с этими могильниками, продолжают пить воду из зараженных источников, продолжают болеть. И когда киргизы сегодня смотрят на эту катастрофу, они задают вопрос: кто виноват? Можно винить Москву, империю, которая использовала республики как сырьевые придатки и полигоны. Можно винить систему, которая ставила государственные интересы выше человеческих жизней. А можно задать другой вопрос. Почему человек, который управлял Киргизией 2 десятилетия, ни разу не попытался защитить свой народ? Почему Турдакун Усубалиев, первый секретарь, член ЦКК ПСС, человек с реальной властью, предпочел молчание? Система, возможно, скрывала информацию даже от высокопоставленных чиновников. Это допустимо. Но даже если он не знал точных цифр, он не мог не видеть признаков, не мог не слышать слухов, не мог не замечать, что в урановых поселках люди умирают раньше, чем в других районах республики. А если он знал, но молчал, это уже не просто политический выбор. Это сознательное решение пожертвовать здоровьем своего народа ради карьеры, влияния, места в истории. Усубалиев умер, не дав ответа. Но его молчание — это ответ само по себе. Молчание — это тоже выбор. Сейчас, когда архивы постепенно открываются, когда рассекречиваются документы той эпохи, мы видим масштаб трагедии. Тысячи тонн урановой руды, извлечённых из недр Киргизии, миллионы тонн радиоактивных отходов, захороненных в горах и долинах. Сотни тысяч людей, подвергшихся облучению. Одни работали на комбинатах, другие просто жили рядом. Третьи пили воду из зараженных рек. И все это происходило при молчаливом согласии человека, который должен был защищать интересы республики. Усубалиев не был чудовищем. Он не отдавал приказов травить народ. Но он и не мешал этому. А в истории бездействие перед лицом зла приравнивается к соучастию. Вопрос не в том, был ли Усубалиев злодеем. Вопрос в том, был ли он достаточно смелым, чтобы сказать «нет», когда это было необходимо. И если не был, какую цену заплатили за его трусость те, кого он должен был защищать? Впервые за 30 лет человек, который работал личным переводчиком Турдакуна Усубалиева на закрытых встречах с московскими чиновниками, согласился говорить. Его имя не имеет значения. Он попросил анонимности, и мы уважаем это. Важно другое. Этот человек слышал разговоры, которые никогда не протоколировались, видел документы, которые сжигали сразу после прочтения, присутствовал на совещаниях, где решалась судьба республики. Он помнит встречу в середине 70-х годов, когда представители Союзного министерства среднего машиностроения,
так эвфемистически называли атомную промышленность, прилетели в Фрунзе с предложением, от которого невозможно было отказаться. Речь шла о расширении производства на урановых комбинатах, о новых месторождениях в горах Тянь-Шаня, о необходимости построить еще 2 хвостохранилища для радиоактивных отходов. Усубалеев слушал молча, кивал, задавал технические вопросы о сроках и финансировании. А потом, когда гости из Москвы уехали, он сидел в своем кабинете один, курил, хотя обычно не курил, и смотрел в окно на горы. Переводчик вошел с документами, и Усубалиев сказал фразу, которую тот запомнил на всю жизнь. «Нас используют как свалку, а я подписываю бумаги, будто это нормально». Эти слова — признание. Усубалиев понимал, что происходит. Он не был наивным функционером, который верил в красивые отчеты и успокоительные заверения. Он знал цену решений, которые принимал. Но знание не привело к действию. Он продолжал подписывать документы, продолжал встречаться с московскими начальниками, продолжал произносить речи о дружбе народов и социалистическом прогрессе. Почему? Страх потерять власть? Убежденность в том, что один человек ничего не изменит? Или просто усталость от борьбы с системой, которая всегда побеждает? Переводчик не знает ответа. Но он помнит, как менялся Усубалиев в те годы. Раньше первый секретарь был энергичным, решительным, любил выезжать в районы, встречаться с людьми, слушать жалобы. После середины 70-х он стал замкнутым, раздражительным, все чаще жаловался на бессонницу. Однажды поздним вечером, когда они возвращались с закрытого совещания по урановой промышленности, Усубалиев сказал: «Я понимаю, что когда-нибудь за все это придется отвечать, но не сейчас. Сейчас система сильнее меня». Это была исповедь человека, который осознал ловушку, в которую попал, но не нашел выхода. Двойная жизнь — вот что разъедало Усубалиева изнутри. На публике он был олицетворением советской стабильности, уверенный, спокойный, произносящий правильные слова о партии и народе. Дома, по свидетельствам близких, он превращался в другого человека. Жена рассказывала, много лет спустя, когда уже не нужно было бояться, как он приходил с работы молчаливым, отказывался от ужина, часами сидел на веранде, глядя в темноту. Дети не смели задавать вопросы. Атмосфера в доме стала тяжелой, будто воздух пропитан невысказанной тревогой. Он перестал приглашать гостей, избегал неформальных встреч с коллегами, замкнулся в узком кругу самых проверенных людей. Близкий друг, с которым он учился в партийной школе, позже вспоминал. Он говорил, что устал, не от работы, от необходимости притворяться, что все в порядке, когда порядка нет. Эта двойственность, публичная маска успешного руководителя и приватная правда измученного человека, стала определять последние годы его правления. Паранойя росла постепенно, как плесень на стене. Сначала он перестал доверять своим заместителям, подозревая их в связях с Москвой, которую он не контролировал. Затем начал проверять телефонные линии в кабинете, боясь прослушки. Охрану поменяли трижды за 3 года. Каждый раз Усубалиев находил повод усомниться в их лояльности. Он боялся не покушения, не физической расправы. Он боялся информационной утечки. Боялся, что кто-то из окружения передаст в Москву не те сведения, скажет не те слова. И тогда его обвинят в нелояльности, в сокрытии информации, в саботаже союзных интересов. Бывший начальник его охраны вспоминал, как Усубалиев однажды потребовал личного досье на каждого сотрудника аппарата ЦК, включая биографии родственников, связи, финансовое положение. Он искал предателя там, где предательства еще не было. Но страх перед ним уже отравил все вокруг. Но самая тяжелая правда касается его семьи. У Усубалиева были дети, внуки. Обычные люди, которые жили в той же республике, дышали тем же воздухом, пили ту же воду. Они не были изолированы от последствий экологической катастрофы, которую он позволил развернуться. Одна из его дочерей, по неподтвержденным данным, страдала хроническим заболеванием крови. Диагноз не был публичным, но симптомы совпадали с теми, что наблюдались у людей, подвергшихся длительному низкодозовому облучению. Она лечилась в Москве, в специализированных клиниках, куда простым киргизам доступа не было. Усубалиев никогда не говорил, связано ли ее состояние с радиацией, но после ее очередной госпитализации в конце 70-х он распорядился установить в своем доме систему водоочистки, привозить питьевую воду из горных источников в закрытых зонах,
куда не допускали посторонних. Он защищал свою семью теми средствами, которые были недоступны остальным. Это не делает его чудовищем, но это показывает цену его молчания. Он знал об опасности настолько хорошо, что принимал меры предосторожности для себя, оставляя миллионы людей без защиты. Существует документ, копия служебной записки из аппарата ЦК Компартии Киргизии, датированная концом 70-х, который случайно попал в открытый доступ после распада СССР. В нем заместитель председателя Госплана Республики докладывает Усубалиеву о ситуации в Майлуу-Су. Население жалуется на ухудшение здоровья. Местные врачи фиксируют рост онкологических заболеваний. Экологическая обстановка требует немедленного вмешательства. Резолюция Усубалиева на этом документе состоит из 3 слов. «Доложить в Москву». Дальнейшей переписки в архиве нет. Доклад ушел в Москву и, вероятно, был положен под сукно, как сотни других неудобных докладов. Усубалиев формально выполнил процедуру, передал проблему наверх. Но он не настаивал на решении, не требовал финансирования на эвакуацию, не поднимал скандал на уровне Политбюро. Он сделал минимум, чтобы потом сказать «я сообщал». А что сделала Москва, уже не моя вина. Эта бюрократическая уловка позволила ему сохранить чистую совесть в собственных глазах, но не изменила ничего для тех, кто умирал от рака в урановых поселках. Доверие — странная вещь. Оно строится годами и разрушается мгновенно. Трудакун Усубалиев доверял системе. Он верил, что коммунистическая партия, при всех ее недостатках, действует в интересах народа, что Москва, при всей ее имперской логике, не станет сознательно травить население союзной республики, что инженеры, проектировавшие хвостохранилища, знают, что делают, что врачи, успокаивающие население, говорят правду. Но постепенно, факт за фактом, доверие трескалось. Он видел отчеты, где цифры не сходились, слышал шепот в коридорах власти, получал анонимные письма от ученых, которые боялись подписываться своими именами. И с каждым таким сигналом его уверенность в системе слабела. Но он продолжал действовать так, будто все в порядке, потому что признать обратное означало разрушить фундамент, на котором держалась его жизнь. Перелом произошел в конце 70-х. Усубалиев получил информацию, которую невозможно было игнорировать. Группа ученых из Института физики Академии наук Киргизской ССР провела независимое исследование радиационного фона в районах урановой добычи. Результаты были катастрофическими. Уровни радона в жилых домах превышали допустимые нормы в десятки раз. В грунтовых водах обнаружены изотопы урана и тория. У детей школьного возраста зафиксированы изменения в крови, характерные для лучевой болезни. Ученые передали доклад в обход официальных каналов, через доверенное лицо, потому что боялись, что документ уничтожат. Усубалиев прочитал доклад и вызвал одного из авторов на личную встречу. Разговор происходил за закрытыми дверями, без свидетелей. Но позже этот ученый рассказал коллеге, который рассказал другому, и история дошла до наших дней. Что первый секретарь задал один вопрос. «Если я передам это в Москву, что изменится?» Ученый ответил честно. «Скорее всего, ничего. Вас обвинят в панике, исследование назовут непрофессиональным, а меня уволят». Усубалиев кивнул и сказал: «Тогда какой смысл?» Этот разговор — ключ к пониманию его выбора. Он не отказался действовать из трусости. Он отказался, потому что не верил в возможность изменений. Система была устроена так, что любая попытка поднять неудобный вопрос приводила не к решению проблемы, а к наказанию того, кто вопрос задал. Усубалиев понимал, если он настоит на эвакуации населения из зараженных районов, Москва потребует доказательств. Доказательства будут названы недостаточными, начнут проверку, найдут методологические ошибки в исследовании. Ученых дискредитируют, а его самого обвинят в подрыве авторитета советской науки и техники. В итоге люди останутся на месте, проблема не решится, а он потеряет власть, которая дает хоть какую-то возможность контролировать ситуацию. Это холодная логика политического реализма. Но реализм, доведенный до абсолюта, становится неотличим от цинизма. Потому что вопрос не в том, изменится ли что-то.
Вопрос в том, имеешь ли ты моральное право молчать, зная правду. Доказательство его внутренней борьбы всплыло случайно. В начале 2000-х, когда часть архивов KGB рассекретили, обнаружился любопытный документ. Запись беседы Усубалеева с офицером госбезопасности, проводившейся в рамках профилактической работы. Так эвфемистически называли контроль за лояльностью партийных кадров. Датировка конец 70-х, как раз после той встречи с ученым. Офицер докладывал в Москву, что первый секретарь проявляет признаки пессимизма и сомнений в правильности союзной политики в области промышленного развития республики. В донесении упоминается, что Усубалеев задавал вопросы о практике секретности вокруг урановой промышленности, интересовался, почему медицинская статистика не публикуется, высказывал опасения по поводу экологических последствий. Офицер заключал: подобные настроения могут свидетельствовать о недостаточной идейной твердости. Этот документ доказывает, Усубалеев сомневался, задавал вопросы, искал ответы. Но система не терпела сомнений. Любое отклонение от линии партии рассматривалось как политическая ненадежность. И Усубалеев сделал выбор — замолчать, чтобы выжить в системе. Был ли у него союзник в Москве, который мог бы помочь? Усубалеев имел связи в высших эшелонах власти. Его карьера строилась на умении находить покровителей и поддерживать отношения. Но в вопросе урановой промышленности все его связи оказались бесполезны. Атомный проект СССР контролировался напрямую из Кремля. Решения принимались на уровне Политбюро, а Министерство среднего машиностроения было государством в государстве. Туда не лезли даже секретари обкомов с большим стажем. Любая попытка вмешаться воспринималась как покушение на стратегические интересы страны. Усубалеев это понимал. Он знал, что если поднимет вопрос открыто, его не поддержат даже те, кто симпатизирует ему лично. Потому что никто не хотел ссориться с людьми, которые контролируют ядерное оружие. Но самое страшное предательство было другим. Оно касалось не Москвы, не системы, не абстрактных политических сил. Оно касалось его собственного окружения. В начале 80-х в аппарате ЦК Компартии Киргизии появился новый человек — заместитель заведующего отделом, курировавшего промышленность. Этого человека рекомендовали из Москвы, и Усубалеев не мог отказаться от назначения. Формально новый заместитель работал в интересах республики. Фактически, как выяснилось позже, он докладывал напрямую в союзные инстанции обо всем, что происходило в аппарате. Усубалеев быстро понял, с кем имеет дело, и перестал обсуждать чувствительные вопросы в присутствии этого человека. Но ущерб был нанесен. Тот факт, что Москва сочла необходимым внедрить своего человека в окружение первого секретаря, означал: ему больше не доверяют полностью. Его подозревают в недостаточной лояльности. Любое неосторожное слово, любое критическое замечание могло быть истолковано как признак оппозиционности. Усубалеев оказался в ловушке. С одной стороны, народ, который болеет и умирает, с другой — система, которая требует молчания и послушания. И он выбрал систему. Потому что система гарантировала выживание, а борьба за народ гарантировала лишь политическую смерть. Иногда предательство совершается не действием, а бездействием. Не приказом, а отсутствием приказа. Не словом, а молчанием. Трудакун Усубалеев не отдавал распоряжений травить население. Он не подписывал документов, разрешающих сбрасывать радиоактивные отходы в питьевую воду. Он не приказывал врачам скрывать диагнозы. Но он не мешал тем, кто это делал. А в истории непротивление злу приравнивается к соучастию. Люди, которые жили в урановых поселках, верили, власть защитит их. Они видели первого секретаря на экранах телевизоров, слышали его речи о заботе партии, читали в газетах обещания светлого будущего. Они доверяли. А он знал, что их обманывают, и не сделал ничего, чтобы остановить обман. Это предательство доверия, которое страшнее любого заговора. Существует свидетельство человека, работавшего в Министерстве здравоохранения Киргизской ССР в конце 70-х, начале 80-х годов, который позже эмигрировал и согласился дать интервью независимым журналистам.
Он рассказал, что в министерстве существовала секретная инструкция, запрещавшая врачам в районах урановой добычи ставить диагнозы, связанные с радиационным воздействием. Если у пациента обнаруживались симптомы лучевой болезни, следовало писать «анемия неясной этиологии». Если рак легких — хронический бронхит курильщика, даже если человек никогда не курил. Если лейкемия у ребенка — врожденное нарушение кроветворения. Эта инструкция не была официальным документом, который можно найти в архиве. Она передавалась устно, на закрытых совещаниях главных врачей, с пометкой «для служебного пользования». Откуда взялась эта инструкция? Ее спустили из Москвы, через каналы союзного Минздрава. Но она не могла действовать в республике без согласия местного руководства. Усубалиев, как первый секретарь, контролировал все ключевые назначения, включая министра здравоохранения. Он не мог не знать, что врачам приказано лгать пациентам, и его молчание означало согласие. Последние годы пребывания Усубалиева у власти, начало 80-х, были временем медленного угасания. Он все реже появлялся на публике, делегировал большинство функций заместителям, избегал журналистов. Когда его все же вызывали в Москву на совещание, он выглядел уставшим, постаревшим, отрешенным. Коллеги замечали, что он стал забывчивым, путал имена, повторял одни и те же истории. Официально объясняли это возрастом, ему шел 7-й десяток. Но близкие люди видели другое. Это было психологическое истощение человека, который слишком долго жил с тяжелым грузом невысказанной правды. Он знал, что его народ умирает от радиации. Он знал, что система лжет об этом. Он знал, что он сам — часть этой лжи, и эта ноша медленно раздавливала его изнутри, превращая энергичного партийного лидера в тень самого себя. Один из его последних публичных визитов в урановый поселок произошел в начале 80-х годов XX века. Формальная цель — открытие нового детского сада, символ заботы власти о подрастающем поколении. Усубалиев приехал, произнес речь о счастливом детстве советских ребятишек, разрезал красную ленточку, а после официальной части местные жители окружили его, пытаясь задать вопросы. Почему так много детей болеют? Почему вода в кране имеет странный привкус? Почему врачи отказываются говорить правду о диагнозах? Усубалиев слушал, кивал, обещал разобраться. Охрана поспешила увести его к машине, ссылаясь на плотный график. Он уехал и больше никогда не возвращался в тот поселок. А через 2 года его сняли с должности первого секретаря, официально по возрасту, фактически потому, что Москва решила обновить кадры. Он ушел тихо, без скандала, получил персональную пенсию и орден. И до самой смерти не произнес ни слова о радиации, об урановых могильниках, о людях, которых он не защитил. Мог ли он поступить иначе? Этот вопрос задают до сих пор историки, журналисты, потомки тех, кто пострадал от радиации. Теоретически да, мог. Он мог собрать все доказательства экологической катастрофы и представить их на Политбюро. Мог пригрозить отставкой, если не будут приняты меры. Мог обратиться к международной общественности, хотя это означало бы политическое самоубийство и, скорее всего, тюрьму. Мог хотя бы оставить письменное свидетельство, мемуары, которые рассказали бы правду после его смерти. Но он не сделал ничего из этого, потому что в конечном счете он был продуктом системы, которую представлял. Система, где карьера важнее совести, где молчание ценится больше правды, где человеческие жизни — всего лишь статистика в отчетах. Усубалиев был винтиком в этой машине. Но винтики тоже несут ответственность за то, что делает машина. И теперь, десятилетия спустя, когда Киргизия пытается справиться с наследием урановой промышленности, когда международные организации выделяют миллионы долларов на консервацию хвостохранилищ, когда врачи продолжают фиксировать повышенный уровень онкологических заболеваний в тех районах, имя Турдакуна Усубалиева произносится с горечью. Не с ненавистью, но с горечью. Потому что он мог быть тем, кто защитил народ, но стал тем, кто промолчал. И в истории Киргизии его молчание останется таким же громким свидетельством трагедии, как и урановые могильники, которые продолжают отравлять землю спустя полвека после того, как комбинаты закрылись.
В 1980 году, когда сотрудники архива Центрального комитета Компартии Киргизии проводили плановую ревизию документов, они обнаружили странность. В описи значилось дело номер 723. Материалы закрытых совещаний по вопросам промышленного развития республики за период с 75 по 79 годы. Папка должна была содержать 143 листа. Когда ее вскрыли, внутри оказалось 89. 54 страницы исчезли. Не были изъяты по акту, именно исчезли, будто их никогда не существовало. Архивариус составил служебную записку, но ответа не последовало. Дело вернули на полку с пометкой «Несоответствие устранено путем корректировки описи». Что было на этих страницах? Протоколы совещаний, где обсуждались доклады медиков о росте заболеваемости в урановых районах. Докладные записки геологов о трещинах в дамбах хвостохранилищ. Расчёты экономистов, показывающие, что затраты на ликвидацию последствий превысят прибыль от добычи урана. Записи выступлений тех немногих партийных работников, кто осмеливался задавать неудобные вопросы. Все эти документы несли на себе визы и резолюции Усубалиева, доказательства того, что он знал. Кто-то счёл необходимым эти доказательства уничтожить. Не после распада Союза, не в хаосе 90-х. Прямо тогда, в начале 80-х, когда система ещё работала по своим железным правилам. Кто дал приказ? Сам Усубалиев, понимая, что его время истекает и нужно замести следы, или кто-то из московских кураторов, страховавший систему от будущих обвинений? Архивариус, обнаруживший пропажу, через год был переведен на другую должность, подальше от секретных фондов, ближе к безопасным бумагам. Но память невозможно стереть из архива так же легко, как страницы из папки. Люди помнили. Один из участников тех закрытых совещаний, бывший заместитель председателя Госплана Республики, много лет спустя рассказал. На одном из заседаний в 1977 году докладывал главный санитарный врач области, где располагались урановые комбинаты. Он принес цифры смертности, графики заболеваемости, карты с отмеченными очагами повышенной радиации. Говорил 40 минут. В зале сидело человек 20. Руководители отраслевых отделов ЦК, министры, председатели комитетов. Усубалиев слушал молча, не перебивал. Когда доклад закончился, он задал один вопрос. Есть ли письменное заключение союзного Минздрава, подтверждающее связь между урановой промышленностью и ростом заболеваемости? Врач ответил. Нет, союзный Минздрав отказывается признавать такую связь, ссылаясь на отсутствие прямых доказательств. Усубалиев кивнул и сказал. Без заключения Москвы мы не можем предпринимать действий, которые поставят под угрозу выполнение государственного плана. Это был приговор тысячам людей, потому что все в том зале понимали, союзный Минздрав никогда не даст такого заключения. Это означало бы признать, что государство десятилетиями травило собственных граждан. Москва никогда на это не пошла бы. Усубалиев это знал. Его вопрос был не попыткой разобраться, а способом закрыть тему, не нарушая формальных процедур. Он спрятался за бюрократией, использовал правила системы как щит, защищающий его от необходимости принимать решение, которое могло стоить ему карьеры. В тот вечер после совещания главный санитарный врач попытался поговорить с Усубалиевым лично. Его остановил помощник первого секретаря. «Товарищ Усубалиев очень занят, если есть вопросы, в письменном виде». Врач написал письмо, подробное, с приложением всех материалов, с просьбой о личной встрече. Ответ пришел через 2 недели. Вопрос находится на контроле, будут приняты необходимые меры. Никаких мер не последовало. А через полгода врача перевели на другую должность, в районную больницу, подальше от урановых комбинатов, подальше от секретных данных. Так система избавлялась от тех, кто знал слишком много и молчать не хотел. Усубалиев в те годы стал другим человеком. Коллеги замечали перемены. Раньше он был доступен, легко шел на контакт, любил неформальные беседы в курилке или за чаем после совещаний. Теперь он замкнулся. Встречи проходили строго по протоколу, разговоры только по делу. Личные вопросы игнорировались, шутки не вызывали улыбки.
Он начал менять охрану. Люди, прослужившие при нем годами, внезапно получали новые назначения, а на их место приходили незнакомые лица, проверенные органами, рекомендованные из Москвы. Водителя сменили дважды за год. Личный секретарь, проработавший 15 лет, был отправлен на пенсию досрочно, несмотря на возражения. Усубалиев объяснял это необходимостью омоложения кадров. На самом деле он боялся. Паранойя разрасталась медленно, но неотвратимо, как плесень во влажном подвале. Он начал подозревать, что его прослушивают. Проверял телефон в кабинете, искал жучки за картинами, под столом, в абажуре настольной лампы. Разговоры о чувствительных темах вел только на улице, во время прогулок в саду резиденции, когда рядом никого не было. Заместителям давал противоречивые указания, проверяя, кто из них докладывает в Москву помимо официальных каналов. Устраивал провокации, сообщал разным людям разные версии одной информации, чтобы потом отследить, какая версия всплывет в центре. Те, кто работал рядом с ним, вспоминают, атмосфера стала удушающей, как перед грозой, которая никак не разразится. Он был прав, или это была болезнь власти, разъедающая психику? Правда находилась посередине. Да, за ним следили. КГБ держал под контролем всех первых секретарей союзных республик. Это была стандартная практика. Но Усубалиев превратил обычную осторожность в манию. Он видел предательство там, где его не было, искал заговоры там, где существовала лишь обычная карьерная конкуренция. Боялся Москвы сильнее, чем было необходимо, а может быть, его страх был адекватен реальности, которую мы не понимаем, потому что не жили в той системе, где любое слово могло стать основанием для обвинения в нелояльности, где молчание было единственным способом выживания, где власть держалась на страхе. И тот, кто управлял страхом других, сам был объят ужасом перед теми, кто стоял выше. Секретные досье с кодовым обозначением «Изумруд-7» хранились в сейфе отдела специальной документации КГБ Киргизской ССР. Доступ имели только 3 человека: председатель КГБ республики, его первый заместитель и куратор из Москвы, который приезжал раз в квартал для проверки. Даже Усубалиев не мог просто так запросить эти материалы. Требовалось специальное разрешение из центра. Но он знал, что эти досье существуют. Знал, потому что однажды, в середине 70-х, ему показали несколько страниц. Не для ознакомления, а для острастки. В них содержались данные медицинского характера, которых не должно было существовать по определению. Статистика смертности от онкологических заболеваний в урановых районах за 10 лет. Поименные списки умерших шахтеров с диагнозами и датами. Результаты секретных анализов проб воды, почвы, воздуха. Все показатели многократно превышали допустимые нормы. Но эти данные никогда не попадали в официальные отчеты. Расчёты экономического ущерба от потери трудоспособного населения. Прогнозы. Если не принять меры, через 20 лет в этих районах население сократится на треть естественным образом, без эпидемий и катастроф, просто от накопленного облучения и его последствий. Это были цифры геноцида, который никто не планировал, но который происходил как побочный эффект государственной политики. Усубалиев читал эти страницы и понимал, если это всплывет, никакая партийная карьера не спасет от ответственности. Досье «Изумруд-7» составлялись не для того, чтобы принимать меры, а для того, чтобы знать правду на случай, если потребуется кого-то обвинить. Это была страховка системы. Если завтра Москва решит найти козла отпущения за экологическую катастрофу в Киргизии, эти документы извлекут из сейфа, и все подписи Усубалиева на разрешительных бумагах станут доказательствами его вины. Он подписывал акты приемки хвостохранилищ, зная, что дамбы ненадежны. Он утверждал планы расширения производства, зная, что система очистки не работает. Он визировал отчеты, в которых показатели заболеваемости были занижены в 3-4 раза. Все это зафиксировано, заархивировано, ждет своего часа. И Усубалиев жил с этим знанием, как человек, идущий по минному полю. Один неверный шаг, и все взорвется. Физически он начал распадаться после 77 года. Те, кто видел его в начале десятилетия, описывали крепкого мужчину с прямой спиной, твердым рукопожатием, внимательным взглядом. К началу 80-х это был другой человек. Спина согнулась, плечи сутулились,
Походка стала шаркающей. Лицо осунулось, под глазами залегли темные круги, которые не исчезали даже после отпуска. Кожа приобрела нездоровый серый оттенок. Руки дрожали. Сначала незаметно, потом все сильнее, так что он старался не брать ручку на людях, чтобы не показывать слабость. Личный врач настаивал на обследовании в московских клиниках. Усубалиев отказывался. Боялся, что диагноз попадет в досье, и Москва решит, что он больше не справляется с должностью. В системе, где власть — единственная гарантия безопасности, потеря здоровья воспринималась как начало конца. Он скрывал симптомы. Принимал таблетки от давления горстями, пил крепкий чай с коньяком, чтобы взбодриться перед совещаниями. Спал по 3-4 часа в сутки, потому что бессонница стала хронической. Он ложился и сразу начинал прокручивать в голове разговоры, документы, решения, которые когда-то принял и теперь не мог изменить. Волосы поседели полностью за 2 года. Раньше он подкрашивал седину, не из тщеславия, а потому что в системе старость ассоциировалась с утратой сил, а утрата сил — с необходимостью замены. Но потом перестал. Какой смысл притворяться, если все видят, что он изношен? Зубы начали крошиться, десны кровоточили. Врачи говорили о пародонтозе, но он подозревал другое. Видел такие же симптомы у шахтеров урановых комбинатов, когда приезжал с инспекциями. Тогда он не придавал значения. Теперь, глядя в зеркало на свои обнаженные десны, думал: неужели и меня достало? Взгляд изменился больше всего. Раньше он смотрел прямо, открыто, мог держать зрительный контакт минутами, не отводя глаз. Так положено партийному руководителю, демонстрирующему уверенность и силу. Теперь его глаза бегали, искали спасения, как у загнанного зверя. Во время совещания он смотрел не на людей, а сквозь них, будто находился в другом измерении. Когда к нему обращались напрямую, он вздрагивал, как от удара. Фотографии тех лет показывают человека, который физически присутствует, но морально уже где-то далеко, за пределами этой реальности, в которой его власть медленно истекает вместе с силами. За 20 лет у власти он постарел на 40. Это не метафора. Медицинские данные, которые просочились через много лет, показывали. Биологический возраст его организма к началу 80-х превышал календарный почти вдвое. Сердце изношено, как у человека за 90. Печень разрушена не алкоголем, он пил умеренно, а хроническим стрессом и таблетками, которые глотал годами. Почки работали на пределе, давление скакало от критически низкого до опасно высокого. Врачи предупреждали, если не снизить нагрузку, можно не дожить до отставки. Но снизить нагрузку означало показать слабость, а слабость в системе каралась немедленной заменой. Он понимал, что распадается, чувствовал, как тело отказывается повиноваться, как мысли становятся вязкими, как память подводит в самые неподходящие моменты. На одном совещании в Москве он забыл имя министра, с которым работал 10 лет. Просто забыл, и 2 минуты мучительно подбирал слова, пока помощник не подсказал шепотом. В другой раз перепутал цифры в докладе. Назвал план по добыче урана вместо фактического выполнения, и разница была в 2 раза. Присутствующие переглянулись. Кто-то вежливо поправил. Усубалиев почувствовал, как по спине пробежал холод. Его списывают со счетов. Самое страшное — он начал забывать то, что хотел помнить, и помнить то, что хотел забыть. Лица умерших шахтеров преследовали его по ночам. Не в кошмарах, просто всплывали перед глазами, когда он ложился в темноте. Он помнил одного — молодого парня лет 25, который подошел к нему во время визита на комбинат и попросил помочь с жильем, потому что семья живет в бараке без отопления. Усубалиев пообещал разобраться. Не разобрался, забыл, закрутился, делегировал кому-то, кто тоже забыл. Через 2 года случайно узнал, что тот парень умер от рака костей. Семья так и осталась в бараке. Это был не единственный случай, но почему-то именно это лицо, этот взгляд, эта просьба застряли в памяти занозой, которую невозможно вытащить. Знали ли в Москве, во что превратился первый секретарь Компартии Киргизии? Знали. Кураторы видели, докладывали. Но система работала по инерции.
Пока человек формально исполняет обязанности, пока не совершает явных ошибок, его не трогают. Замена кадров в СССР была ритуалом, требующим обоснования, согласований, подготовки. Просто так снять человека, который 20 лет управляет республикой, это создать прецедент, показать, что власть не вечна. А система строилась на иллюзии вечности. Ты на должности, значит, ты нужен партии. Значит, партия тебя ценит. Даже если все видят, что ты больше не справляешься, никто не скажет это вслух, пока не придет команда сверху. Команда пришла в начале 80-х. Не как приказ, а как предложение. Может быть, товарищ Усубалиев хочет отдохнуть, перейти на менее напряженную работу, заняться общественной деятельностью. Это была форма вежливого увольнения. Он понял, не сопротивлялся. Попросил только одного — чтобы преемником стал человек из его команды, чтобы сохранить хоть какую-то преемственность. Москва согласилась. Преемник был назначен из местных кадров, хотя и под контролем центра. Усубалиев получил орден, персональную пенсию союзного значения, дачу в пригороде Фрунзе. И молчание. Никаких интервью, никаких мемуаров, никаких попыток объяснить, почему все произошло именно так. За 3 недели до того, как Усубалиев получил намек на отставку, в его резиденцию поздним вечером приехал человек, которого не записывали в журнал посетителей. Охрана пропустила его без досмотра, без вопросов. Значит, была команда сверху. Этот визит никогда не фигурировал в официальных документах, но несколько человек из персонала видели гостя. Мужчина средних лет, невзрачный, в штатском костюме, с кейсом, закрытым на кодовый замок. Он провел в кабинете Усубалиева около часа. Никаких свидетелей разговора не было, но те, кто находился в соседних помещениях, слышали голоса. Сначала спокойные, потом Усубалиев повысил тон, затем снова тишина, длинная, неловкая. Когда посетитель ушел, Усубалиев вызвал помощника и сказал: «Завтра утром я еду в Москву». Без объяснений, без повестки дня, без предварительной договоренности. Это было странно. Обычно такие поездки планировались за недели, согласовывались графики, готовились документы. Помощник попытался уточнить цель визита. Усубалиев отрезал: «Личный вопрос, скажу, когда надо». Утром он вылетел. В Москве встречался с кем-то из аппарата ЦККПЦЦ, имя осталось неизвестным. Вернулся через 2 дня, молчаливый, осунувшийся, будто постаревший еще на несколько лет. А через 3 недели поступило предложение об отставке. Кто был тот ночной посетитель? Версий несколько, но все они сводятся к одному. Это был человек из системы, который пришел с предупреждением. Либо из КГБ, чтобы дать понять. Но у Усубалиева собрано досье, и если он не уйдет по-хорошему, применит компромат. Либо из Москвы, чтобы передать неофициальные указания высших инстанций. Либо, самая зловещая версия, от тех, кто выиграл от экологической катастрофы в Киргизии и теперь хотел убедиться, что Усубалиев не заговорит после отставки. В любом случае, смысл визита был ясен. Твое время истекло. Уходи тихо. Не поднимай волну. И тогда тебя не тронут. Усубалиев понял послание. Его срочная поездка в Москву была попыткой найти защиту, союзника, кого-то, кто заступится. Но в Москве его встретили вежливо и холодно. «Мы ценим твой вклад, но решение принято, не усложняй ситуацию». После отставки Усубалиев исчез из публичного пространства. Он не давал интервью, не писал воспоминаний, не участвовал в общественных мероприятиях. Жил на даче под Фрунзе, принимал только самых близких людей, избегал бывших коллег. Те, кто видел его в те годы, описывали человека, который будто растворился в воздухе при жизни. Он постарел, сник, потерял интерес к происходящему. Иногда выходил на прогулки по саду, подолгу стоял, глядя на горы. Что он думал в эти моменты, никто не знает. Сожалел ли о решениях, которые принял? Или оправдывал себя тем, что был винтиком системы и не мог действовать иначе? Но была одна странность. За несколько месяцев до смерти Усубалиев начал собирать документы. Просил знакомых в архивах найти копии старых приказов, распоряжений, докладных записок.
Всего, что касалось урановой промышленности и его роли в ней. Близкие недоумевали. Зачем ему это в 80 лет, когда сила на исходе? Он не объяснял. Собирал, читал, делал пометки на полях. По одной версии хотел написать мемуары, чтобы оправдаться перед историей. По другой — собирал доказательства своей невиновности на случай, если его обвинят посмертно. По третьей — просто пытался понять, как вышло, что он, партийный работник, посвятивший жизнь служению народу, стал соучастником отравления этого народа. Документы так и не были опубликованы. После его смерти семья передала часть бумаг в Государственный архив, но многие материалы исчезли. Либо родственники уничтожили их, боясь скандала, либо кто-то изъял. Те же силы, которые в свое время удалили 54 страницы из дела номер 723. Правда оказалась неудобной даже после смерти главного действующего лица. А теперь вопрос, который историки задают до сих пор. Кому было выгодно молчание Усубалиева? На первый взгляд, Москве, которая не хотела скандала вокруг урановой промышленности. На второй — ему самому, чтобы сохранить репутацию и избежать ответственности. Но если копнуть глубже, обнаруживается еще один бенефициар, о котором редко говорят. Тот, кто пришел после него. Новый первый секретарь получил республику с готовой урановой инфраструктурой, федеральным финансированием, статусом стратегически важного региона. Он не нес ответственности за прошлые решения, но пожинал плоды. Если бы Усубалиев заговорил, скандал разрушил бы всю систему, которую выстраивали десятилетиями. Новое руководство потеряло бы федеральную поддержку, урановые комбинаты закрыли бы досрочно, республика лишилась бы стратегического значения. В конце 90-х годов XX века, когда архивы бывшего КГБ Киргизии начали частично рассекречивать, исследователи обнаружили пустоту там, где должны были находиться ключевые документы. Дело под номером 931 — личное досье Турдакуна Усубалиева, куда стекались все служебные записки, докладные, медицинские заключения за период с 61 по 85 годы. По описи в нем числилось 208 листов. Когда папку вскрыли, внутри оказалось 112. Почти половина исчезла. Не было изъято официально, не передано в другой архив. Именно пропало, будто растворилось в воздухе. Среди пропавших страниц — медицинские анализы Усубалиева и членов его семьи на содержание радиоактивных элементов в организме. Переписка с московскими инстанциями по вопросу эвакуации населения из зараженных районов. Докладные записки республиканского КГБ о настроениях в урановых поселках. Все, что могло доказать, он знал точно, во всех деталях, что происходит с его народом. Кто уничтожил эти документы? Сам Усубалиев перед смертью, сжигая компромат. Его наследники, оберегая память. Спецслужбы, заметывающие следы государственного преступления. Или те, кто пришел к власти после и не хотел, чтобы всплыла правда о цене, которую заплатила республика за урановую промышленность. Один из бывших сотрудников архива, согласившийся говорить лишь на условиях полной анонимности, утверждает: документы изъяли в конце 80-х, когда стало ясно, что Союз рушится, и скоро все станет достоянием гласности. Приехали люди в штатском, предъявили санкцию прокуратуры, вынесли несколько папок и больше не вернули. Официального акта изъятия не существует. Зато существует пустота в истории. Дыра размером с 96 листов, которые могли бы ответить на главный вопрос. Осознавал ли Усубалиев, что его молчание — это приговор тысячам людей? Или он убедил себя, что поступает правильно? Но документы — не единственное, что можно потерять. Можно потерять свидетелей. За 20 лет, прошедших после распада СССР, умерли почти все, кто работал в ближайшем окружении Усубалиева. Его личный помощник скончался при странных обстоятельствах в 2003 году. Официально от сердечного приступа. Но родственники говорят, что за неделю до смерти он получил угрожающий звонок после того, как дал интервью местной газете о закулисной стороне урановой промышленности. Бывший министр здравоохранения Киргизской ССР, тот самый, который подписывал инструкции о сокрытии радиационных диагнозов, эмигрировал в Россию и отказывается встречаться с журналистами.
Главный геолог, открывший крупнейшие урановые месторождения, спился и умер в нищете, успев перед смертью сказать священнику: «Я знал, что мы убиваем землю, но продолжал искать новые жилы, потому что боялся». Один за одним люди, знавшие правду, уходили, унося с собой фрагменты мозаики, которую теперь невозможно собрать полностью. Самое жуткое — исчезли не только бумаги и свидетели, исчезли сами улики на местах. В начале 2000-х Международная комиссия, прибывшая для оценки радиационной обстановки в Майлуу-Суу, обнаружила, что часть хвостохранилищ, которые значились на советских картах, физически отсутствуют. То есть они были, их строили, они существовали в документах, но к моменту прибытия экспертов на этих местах оказались либо пустыри, либо новые постройки, либо размытые дождями холмы. Куда делись тонны радиоактивных отходов? Их кто-то вывез тайно? Захоронили в другом месте? Или они просто растворились в реках и почве за десятилетия, отравив все вокруг, не оставив прямых доказательств своего первоначального расположения? Эксперты пытались восстановить картину по архивным данным, но оказалось, что точные координаты многих объектов в документах просто отсутствуют. Указаны приблизительно, с погрешностью в несколько километров, что делает поиск бессмысленным в горной местности. Что скрывают эти пустоты? Масштаб настолько чудовищен, что даже спустя десятилетия правда остается невыносимой для тех, кто у власти. Если признать все открыто, придется объяснить, почему государство травило собственных граждан 40 лет. Почему никто не понес ответственности? Почему компенсации пострадавшим либо символические, либо отсутствуют вовсе? Легче уничтожить доказательства, чем отвечать по ним. Легче забыть имена виновных, чем судить их посмертно. Легче сказать: это была другая эпоха, другая система. Мы не можем судить прошлое по меркам настоящего. Но можем. Потому что тогда тоже существовали понятия о добре и зле, правде и лжи, долге и предательстве. И Усубалиев знал разницу. Просто выбрал молчание, потому что оно было безопаснее. Есть одна зацепка, которая ускользнула от уничтожителей. В архиве Института ядерной физики в Москве сохранилась копия служебной записки, которую никто не счёл нужным изъять, потому что искали в киргизских архивах, а не в российских. Датировано 1978 годом. Группа ученых из Московского института проводила независимую экспертизу хвостохранилищ по заданию Союзного министерства. В записке они пишут: «Состояние дамб критическое. В случае землетрясения силой более 5 баллов возможен прорыв с выбросом радиоактивного ила в реки, питающие Ферганскую долину, что создаст угрозу для нескольких миллионов человек. Рекомендуется немедленная консервация объектов и эвакуация населения из опасной зоны. Стоимость работ — 120 миллионов рублей». Резолюция на документе, миросборчивая подпись и слово «нецелесообразно». Кто поставил эту резолюцию? Формально решение должно было приниматься на уровне Политбюро, но такие вопросы обычно согласовывались с руководством республики. Усубалиев имел право голоса, его мнение учитывалось. Если он настаивал на эвакуации, Москва могла бы пойти навстречу. Прецеденты были, когда национальные лидеры добивались решений в пользу своих республик. Но он не настаивал. Почему? 120 миллионов рублей. Огромная сумма по тем временам. Ее выделение означало признать масштаб катастрофы. А признание катастрофы влекло вопросы. Кто виноват, кто отвечает, кто знал и молчал. Цепочка вопросов вела прямо к кабинету первого секретаря. Проще было написать «нецелесообразно» и надеяться, что землетрясения не будет. Или что если будет, то не при нем, не на его вахте, не под его ответственностью. Землетрясение произошло через 14 лет после этой резолюции. В 1992 году, когда СССР уже не существовал. А Усубалиев доживал последние годы на своей даче. Толчки магнитудой 5,8 баллов по шкале Рихтера. Одна из дамб хвостохранилища в Майлуу-Суу дала трещину. Радиоактивный ил начал просачиваться в реку. Объявили эвакуацию, но было уже поздно. Тысячи тонн зараженной воды ушли вниз по течению. Международные организации забили тревогу, прислали помощь, начали аварийные работы по укреплению дамбы. Когда журналисты попытались взять комментарий у Усубалиева, он отказался говорить,
сославшись на плохое здоровье. Близкие рассказывали потом, он следил за новостями, видел репортажи, слышал цифры. Десятки тысяч людей в зоне риска, загрязнение питьевой воды, рост заболеваемости. Но не сказал ни слова. Молчание, которое он хранил 20 лет, стало абсолютным в последние годы жизни. Он запретил даже близким обсуждать эту тему в его присутствии. Можно ли найти правду, когда все улики уничтожены, свидетели мертвы, а главный обвиняемый унес ответы в могилу? История знает примеры, когда справедливость восстанавливалась спустя десятилетия. Открывались секретные архивы, всплывали забытые документы, находились смелые люди, готовые говорить правду вопреки угрозам. Но в случае с Усубалиевым и урановой катастрофой правда остается фрагментарной, как разбитое зеркало, в котором видны лишь отдельные осколки реальности. Мы знаем, что он подписывал документы. Мы знаем, что он получал доклады. Мы знаем, что он молчал, когда должен был говорить. Но мы не знаем, что он чувствовал, о чем думал, как оправдывал свой выбор перед самим собой. И эта пустота, это незнание мучительнее любого приговора, потому что оставляет вопросы, на которые уже никто никогда не ответит. Впервые за 37 лет человек, который был личным шофёром Турдакуна Усубалиева с 70 по 83 годы, согласился дать развернутое интервью. Его имя мы изменим, назовем Айбеком. Он просил не называть настоящего, хотя ему уже 82 года, и бояться, казалось бы, нечего. Но страх въелся в поколение настолько глубоко, что не исчезает даже когда система, породившая этот страх, рухнула 30 лет назад. Айбек возил Усубалиева на все поездки. В Москву на самолет, в районы республики на встречи, на дачу по выходным, в больницу в последние годы. Он слышал разговоры, которые велись на заднем сиденье, видел документы, которые Усубалиев читал в дороге, наблюдал, как менялось его состояние с годами. Этот человек — живой свидетель эпохи, и то, что он рассказывает, переворачивает представление о последних годах правления первого секретаря. Айбек вспоминает поездку в конце 70-х, когда Усубалиев ехал в Майлуу-Суу на открытие нового цеха обогащения урана. Дорога заняла несколько часов, и Усубалиев, сидя сзади, читал какие-то бумаги, делал пометки, нервно курил, хотя обычно не курил в машине. Потом, уже почти у цели, он вдруг сказал вслух: «Это же детей наших убивает». Айбек не понял, о чем речь, не ответил. Усубалиев повторил, будто оправдываясь перед невидимым собеседником: «Я не принимал решения строить эти комбинаты. Их строила Москва. Я просто исполнял указания». Айбек молчал. Шофёру приучено не вмешиваться в разговоры начальства. Усубалиев замолк, докурил, выбросил окурок в окно. На церемонии открытия он выглядел, как всегда, уверенным. Произнес правильные слова о трудовых подвигах и светлом будущем. Но обратно ехал молча, глядя в окно на горы. И Айбек видел в зеркале заднего вида его лицо. Пустое, отсутствующее. Как у человека, который смотрит в бездну. Был случай, который Айбек запомнил на всю жизнь. Однажды поздним вечером Усубалиев приказал ехать к одному из хвостохранилищ под Карабалтой. Без охраны, без сопровождения, просто вдвоем. Приехали, когда уже темнело. Усубалиев вышел из машины, прошел к ограждению, стоял минут 20, глядя на это серое озеро радиоактивного ила, светящееся в сумерках каким-то нездоровым блеском. Айбек ждал в машине. Когда первый секретарь вернулся, его лицо было мокрым. Либо от росы, либо плакал. Айбек не мог понять в темноте. По дороге назад Усубалиев сказал, обращаясь скорее к себе, чем к шофёру: «Знаешь, что самое страшное? Ты можешь знать правду, но не иметь силы ее изменить. И тогда правда становится проклятием, которое ты несешь до конца. Вот самое страшное». Айбек не знал, что ответить, промолчал. Больше они никогда не ездили к хвостохранилищам. Айбек свидетельствует: в последние годы у власти Усубалиев изменился физически и психологически. Раньше садился в машину бодро, здоровался, иногда шутил. Потом стал молчаливым, угрюмым, часто просил ехать медленнее, жаловался на головную боль, просил остановиться, чтобы выйти и глотнуть воздуха. Руки тряслись, когда подписывал бумаги прямо в машине.
Несколько раз ронял ручку. Цвет лица стал землистым, глаза запали. Когда Айбек спросил, не нужно ли вызвать врача, Усубалиев отрезал: «Врачи не помогут, это не лечится». Что он имел в виду под это, болезнь тела или болезнь совести, Айбек не знает. Но ему кажется, что второе, потому что медицинские препараты Усубалиев принимал горстями, а легче не становилось. Значит, таблетки лечили симптомы, но не причину. А причина была внутри, в душе, в памяти о решениях, которые нельзя отменить. Самое страшное свидетельство Айбека касается последних месяцев перед отставкой. Усубалиев стал параноиком. Постоянно требовал проверять машину на жучки, менял маршруты в последний момент, запрещал заранее сообщать, куда едет. Несколько раз приказывал останавливаться посреди дороги. Выходил, оглядывался, будто проверял, не следят ли. Айбек думал, начальник сходит с ума. Но однажды, когда они ехали на дачу, Усубалиев объяснил: «На меня собирает материал. Хотят убрать. Обвинят в чём-нибудь. Урановая история — идеальный повод. Докажут, что я знал и скрывал. И тогда конец». Айбек попытался возразить: «Но вы же действительно знали». Усубалиев посмотрел на него так, что шофёр испугался. Потом сказал тихо: «Знать и иметь возможность действовать — разные вещи. Но это никого не интересует. Козёл отпущения нужен. И я — идеальная кандидатура». Была ли паранойя Усубалиева обоснованной? Айбек утверждает: да, была. Он лично видел, как за их машиной следили. Чёрная «Волга» без номеров, которая появлялась на маршрутах слишком часто, чтобы быть случайностью. Люди в штатском у ворот резиденции, которые не скрывались, а демонстративно стояли, давая понять: «Мы здесь, мы наблюдаем». Телефонные разговоры, которые прерывались щелчками и шумами, характерными для прослушки. Усубалиев знал, что его контролируют. И это знание разъедало его последние месяцы у власти, превращая в затравленного зверя, который понимает, что охотники близко, но не знает, откуда придёт последний выстрел. После отставки Айбек продолжал работать на Усубалиева. Уже не как первого секретаря, а как частное лицо. Возил его в больницу, на прогулки, иногда в гости к старым друзьям, которых с каждым годом становилось всё меньше. Усубалиев редко выходил из дома, сторонился людей, отказывался от интервью, не хотел говорить о прошлом. Айбек пытался разговорить его, спрашивал про старые времена, про поездки, про встречи. Усубалиев отмахивался: зачем ворошить, всё равно ничего не изменить. Кто хотел понять, понял, остальным объяснять бесполезно. Один раз, за несколько лет до смерти, он сказал Айбеку: «Я всю жизнь был винтиком, думал, что делаю что-то важное, а оказался просто исполнителем в машине, которая перемалывала людей. И теперь понимаю, что винтики тоже отвечают за то, что делает машина. Но это понимание пришло слишком поздно». Айбек — последний живой свидетель, который был рядом с Усубалиевым на протяжении 13 лет. Его рассказ заполняет пустоты, которые остались после уничтожения документов. Он подтверждает: Усубалиев знал о катастрофе, мучился от этого знания, но не нашел в себе силы или смелости действовать. Это не оправдывает его, но объясняет. Он был человеком системы, и система сломала его, превратив в соучастника преступления, которое он осознавал, но остановить не мог. Или не хотел, или убедил себя, что не может, чтобы легче было жить с этим грузом. Разница между «не мог» и «не хотел» стирается, когда результат один. Тысячи людей умерли, потому что тот, кто должен был их защитить, предпочел молчание. 23 декабря 2005 года. Турдакун Усубалиев проснулся в своей спальне на даче под Бишкеком в 6 часов утра, как обычно, хотя уже много лет не имел причин вставать рано. Привычка, выработанная десятилетиями партийной службы, когда день начинался с утренних сводок и планёрок. Но теперь ему было 88 лет, должностей никаких, планёрок тоже. Просто старик, доживающий остаток на государственной пенсии в доме, который выделили ему за заслуги перед исчезнувшей державой. Он встал, прошёл в ванную, посмотрел в зеркало. Лицо незнакомое, чужое. Кожа серая, морщины глубокие, глаза тусклые. Он не узнавал себя уже несколько лет. Завтрак принесла медсестра, которая жила при нём последние 3 года.
Овсяная каша, чай, лекарства, горстка таблеток от давления, от сердца, от бессонницы, которая мучила его, несмотря на седативные препараты. Он ел медленно, с трудом глотая, будто каждая ложка требовала усилий. Медсестра спросила: «Как себя чувствуете?» Он ответил: «Как всегда». Она ушла. Он остался один в столовой, глядя в окно на горы, укрытые снегом. Красиво. Он всегда любил эти горы. Вырос среди них, служил им всю жизнь. Так он себе говорил. Но сегодня горы казались чужими, равнодушными, как свидетели, которые видели все, но не выносят суждений. День прошел как обычно. Немного телевизора, новости, которые его больше не касались. Попытка читать газету, буквы расплывались, смысл ускользал. Несколько звонков от детей, дежурные вопросы о здоровье. Он отвечал коротко: «Всё нормально, не беспокойтесь». Они не настаивали. Между ним и семьей давно выросла стена молчания, которую никто не пытался разрушить. Слишком много невысказанного, слишком тяжелое прошлое, о котором лучше не говорить. Обед. Дневной сон, беспокойный, с обрывками снов, в которых мелькали лица людей, давно умерших. Коллеги, подчиненные, те, кто работал на урановых комбинатах. Он просыпался в холодном поту, не понимая, где находится. Вечером, когда медсестра ушла готовить ужин, Усубалиев встал и прошел в кабинет. Комната, которую он не открывал несколько месяцев. Там стоял его старый рабочий стол, привезенный с дачи еще в советские времена. На столе стопки бумаг, которые он собирал последние годы, пытаясь восстановить хронологию событий, найти оправдание. Он сел, взял одну папку, открыл. Копии приказов, которые он подписывал, докладные записки, которые получал, медицинская статистика, показывающая рост смертности. Все это он перечитывал десятки раз, ища строчку, которая сказала бы: «Ты не виноват, ты делал, что мог». Но такой строчки не было. Он взял ручку, попытался написать что-то, начало мемуаров, которые обещал себе написать много лет назад. Написал одно предложение: «Я служил системе, которая требовала жертв, и стал одной из этих жертв». Перечеркнул. Это было ложью. Он не был жертвой, он был соучастником. Попытался снова. «Я не мог изменить решения, принятые в Москве». Перечеркнул. Мог, если бы захотел достаточно сильно, если бы был готов пожертвовать карьерой, если бы ценил жизни людей выше собственного положения. Он положил ручку, понимая: оправдания не существует. Любые слова будут звучать как попытка обелить себя, а правда такова, что обеление невозможно. Последние часы он провел в кресле у камина, глядя на огонь. Медсестра принесла ужин, он поел несколько ложек, отказался от остального. Она спросила: «Вызвать врача?» Он покачал головой. «Не надо, я просто устал». Она ушла. Он остался в темноте, освещенный только пламенем в камине. Думал ли он в эти последние часы о чем то конкретном? Вспоминал ли лица людей из урановых поселков, которых встречал на церемониях? Жалел ли о решениях, принятых 40 лет назад? Или просто ждал конца, который чувствовал приближение, как чувствуют старики, когда тело говорит им: время истекло? Он лег спать около 10 вечера. Медсестра помогла ему подняться по лестнице, проводила до спальни. Пожелала спокойной ночи. Он кивнул, закрыл дверь. Лег в кровать, не раздеваясь. Слишком слаб, чтобы снимать одежду. Закрыл глаза. Дыхание стало тяжелым, неровным. Сердце, изношенное десятилетиями стресса и болезней, начало сбиваться с ритма. Он чувствовал, как жизнь уходит, медленно, неотвратимо, как вода, просачивающаяся сквозь пальцы. Не было боли, только усталость. Бесконечная, всепоглощающая усталость человека, который слишком долго нес груз, слишком тяжелый для одного. Медсестра нашла его утром 24 декабря. Он лежал в той же позе, в которой заснул. Лицо спокойное, почти умиротворенное. Врачи констатировали: остановка сердца, естественная смерть в преклонном возрасте. Похороны прошли тихо, без государственных почестей. Времена изменились, бывшие партийные лидеры больше не герои. Присутствовали родственники, несколько старых друзей, журналисты. Некрологи в газетах были короткими, обтекаемыми.
Выдающийся государственный деятель, руководивший республикой 2 десятилетия, внесший вклад в развитие промышленности. Ни слова об урановой катастрофе. Ни слова о тысячах жизней, которые могли быть спасены, если бы он нашел смелость говорить. Земной путь Турдакуна Усубалиева завершился той зимней ночью. Но история, которую он оставил, продолжает жить. Хвостохранилища все еще разрушаются, отравляя реки. Люди в урановых районах все еще болеют и умирают от рака с частотой, в несколько раз превышающей средние показатели. Международные организации все еще выделяют миллионы на ликвидацию последствий, но денег не хватает. А документы, которые могли бы пролить свет на то, кто знал, кто молчал, кто отдавал приказы, уничтожены. Остались только свидетельства немногих, кто согласился говорить, и вопросы, на которые уже никто не ответит. Что стало с теми, кто окружал Усубалиева в годы его правления? Судьба разбросала по разным траекториям, как осколки после взрыва. Его заместитель, тот самый, которого подозревали в связях с московскими кураторами, сделал карьеру после развала Союза. Занимал высокие посты в независимом Кыргызстане, умер в 2010 году в собственной постели, окружённый почётом и уважением. Ни разу не дал интервью о том времени. Министр здравоохранения, подписывавший инструкции о сокрытии диагнозов, живет в России, отказывается от встреч, прячется за формулировками вроде «я выполнял приказы». Переводчик, который слышал исповедь Усубалиева, до сих пор просит анонимности. Айбек, личный шофёр, дал интервью, но с условием изменить имя. Все они несут свою часть груза. Кто-то с раскаянием, кто-то с оправданиями, кто-то просто пытаясь забыть. А могильники остаются. Серые озера радиоактивного ила в горах Киргизии, которые никуда не делись и никуда не денутся. Дамбы разрушаются, яд просачивается в почву, стекает в реки, достигает полей, где растет хлопок и пшеница, которые потом везут на рынки Ферганской долины. Международные эксперты говорят, это медленная катастрофа, растянутая на десятилетия, которая не взрывается разом, а убивает постепенно, незаметно, статистически. Рак здесь чаще, дети здесь болеют чаще. Продолжительность жизни здесь ниже. Но никто не признает прямую связь, потому что доказать ее сложно. А признать означает взять ответственность, которую никто не хочет нести. Турдакун Усубалиев мог остановить это. Или хотя бы попытаться. Он был у власти 20 лет. Достаточно, чтобы поднять вопрос, настоять на решении, использовать свое влияние. Но он выбрал молчание. И теперь, когда его уже нет, когда архивы частично открыты, когда свидетели начинают говорить, мы видим картину человека, который знал правду и не нашел в себе силы ее произнести. Не потому, что был злодеем, не потому, что ненавидел свой народ, а потому, что система, в которой он существовал, делала молчание единственным способом выживания. И он выжил. Дожил до 88 лет. Получил пенсию, прожил в почёте последние годы. А те, кого он не защитил, умирали в урановых посёлках от рака, не дожив до 40. Справедливость восторжествует ли когда-нибудь? История даст ли окончательный приговор Усубалиеву и его молчанию? Вряд ли. Потому что история не судья, а свидетель. Она фиксирует факты, но не выносит вердиктов. А факты таковы. Человек, который управлял Киргизией 2 десятилетия, знал об экологической катастрофе, разворачивающейся на его земле, и не сделал ничего, чтобы ее остановить. Это не мнение, это не интерпретация. Это документально подтвержденная реальность, собранная по крупицам из уцелевших бумаг, свидетельств очевидцев, медицинской статистики, которую невозможно опровергнуть. Мог ли он доверять системе, которая требовала от него предать собственный народ? И если не мог, почему не нашел в себе силы сказать «нет», когда это было жизненно необходимо? Эти вопросы останутся без ответа. Потому что Турдакун Усубалиев унес свои оправдания, свои сомнения, свою правду в могилу. А те, кто мог бы свидетельствовать, либо молчат, либо мертвы. Остались только урановые могильники в горах, разрушающиеся дамбы, зараженная вода и люди, которые продолжают